Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтеся разом із нами і довіряєте нам. У студії для вас працює Аліна Блохіна, і впродовж наступної години ми будемо говорити про багато цікавих тем. Я вже рада вітати гостя моєї студії. Це головний редактор видання РБК України Сергій Щербина. Пане Сергію, доброго дня. Добрий день. Останній тиждень він був багатий на події довкола антикорупційних органів. Скажімо так, навіть не події, а скандали. От назрів такий конфлікт, скажімо так, між Національним антикорупційним бюро і НАЗК, між безпосередньо Артемом Ситником і Наталією Корчак. Чому наразі такі складні стосунки складаються між цими антикорупційними органами, які фактично покликані були створені для боротьби з корупцією, а зараз чубляться одне з одним? Смотрите, я убежден в том, что это производная от небессистемного их создания. Скажем так, часть работы по созданию антикоррупционных органов была успешно саботирована. Другая часть работы была не совсем системна. И вообще сама философия антикоррупционной реформы в Украине вызывает лично у меня ряд вопросов. Первый и главный из них – это подход создания отдельных органов, которые якобы должны быть святито Божьи, да, и там Генеральная прокуратура и органы МВД остаются как всегда. Ну, так не бывает. То есть либо мы будем реформировать всю правоохранительную систему государства вместе с судебной системой, либо же вот это бессистемное создание антикоррупционных органов приведет к тому, к чему оно по итогу и привело, то есть конфликта между ними. Перекинулися так взаємними, скажімо, звинуваченнями Наталія Корчак і Артем Ситник. Щодо Артема Ситника порушили адміністративний протокол, якщо я не помиляюся. Наталію Корчак викликала НАБУ на допит. Згодом прийшло до очільниці НАЗК, до її свекрухи, так? Звідки почали виринати ось ці елементи? Чому саме зараз? Смотрите, вся история изначально происходила следующим образом. В НАЗК обратилась одна из компаний, которая представляет интересы фигуранта уголовного дела Национального антикоррупционного бюро. Эта компания заявила, это юристы, адвокаты, которые заявили в НАЗК о конфликте интересов у господина Сытника, который возник при расследовании этого уголовного дела. То есть там фабула, насколько я помню, та, что глава НАБУ дал поручение руководителю юридического департамента этой структуры представлять его интересы по одному судебному иску, где был лично он в качестве третьего лица привлечен этой компанией к разбирательству. Это стало поводом обвинить НАЗК в конфликте интересов. И на самом деле никакой бы громкой истории из этого не было, если бы не та реакция господина Сытника, которую мы увидели. Ведь на самом деле его привлекали к административной ответственности. Ну, по большому счету, он мог заплатить штраф, ну и все. И больше ничего, никаких бы последствий для него эта история не имела, кроме одного, которое теоретически возможно. Это то, что это может быть прецедентом, которым будут пользоваться фигуранты других уголовных дел, которые ведут НАБУ. То есть они будут обращаться, эти фигуранты, в НАЗК, писать заявление о конфликте интересов. Насколько мне говорят юристы, посвященные в дела НАБУ, ну, процессуальное нарушение и конфликты интересов в делах этой структуры, к сожалению, сплошь и рядом. Ввиду хотя бы того, что, опять же, не всегда это вина сотрудников НАБУ. У нас законодательство прописано таким образом, что у нас силовые структуры без процессуальных нарушений очень редко могут вообще физически расследовать какие-то дела. Поэтому это может быть основанием для других фигурантов обращаться в НАЗК, получать решение суда по административным правонарушениям и использовать это для развала своих дел. Ще одна фігура, яка сплила у цьому конфлікті, це співробітниця НАЗК Ганна Соломатіна. Вона виступила з викриттям нібито незаконної взаємодії агентства із адміністрацією президента. Вам щось про це відомо? Чи вірите ви її словам? Смотрите, пункт первый. НАЗК изначально от его создания ассоциировали с администрацией президента Украины. Так или иначе была информация о определенной подконтрольности этого органа улицы Банковой. Ну, точнее, как сказать, подконтрольность, наверное, неправильное слово, правильное слово взаимодействие этого органа с Банковой. Это правда. Более того, Наталью Корчак ассоциировали очень часто с администрацией президента, поэтому то, что говорит Анна Соломатина, в общем, похоже на правду. Более того, оно похоже на правду из других соображений. Ведь никто не говорит о том, что в НАЗК до сих пор не создан автоматический блок сверки деклараций.
То есть вся проверка декларации этим органом осуществляется вручную, а это невозможно в принципе, потому что этих деклараций десятки, сотни тысяч. Ни один орган вручную не в состоянии их проверить. Соответственно, НАЗК может их проверять только избирательно. И всегда здесь возникает риск о том, что кто-то попросил какую-то декларацию проверить, а какую-то не проверить, по какой-то принять решение, по какой-то не принять решение. И всегда у сотрудников НАЗК остается аргумент: слушайте, у нас автоматической системы сверки нету, мы это все делаем руками. Поэтому на вопрос, почему вы там проверили декларацию, не знаю, Иванова, но не проверили Петрова, они всегда будут отвечать: так, а что же вы от нас хотите, мы же не успеваем. Поэтому такой риск есть, и исходя из этого, слова Соломатиной похожи на правду. Но у всего этого есть и другая сторона. Я думаю, что госпожа Соломатина не просто так выступила с этими заявлениями. Навіщо? Она сыграла на руку Национальному антикоррупционному бюро. В этом конфликте ведомств Соломатина явно выступила на стороне НАБУ. Она выступила на стороне НАБУ, помогая Сытнику дискредитировать НАЗК, которое завело протокол на него. Таким образом, Сытник становится жертвой преслідування органів, взаємодействуючих з адміністрацією президента. А який тоді її в цьому всьому інтерес? Если детально проанализировать биографию госпожи Соломатиной, в 2000-х годах она работала руководителем управления Минэкономики по вопросам банкротства в Кировоградской области Украины. Это управление занимается назначением арбитражных управляющих, составлением плана санации предприятий и так далее и тому подобное, что теоретически, сейчас никого не обвиняем, но теоретически, в этом ведомстве всегда были большие коррупционные риски. Было очень много скандалов, связанных с банкротствами государственных предприятий, любых других предприятий, когда арбитражные управляющие там снимались, там назначались, план санации такой, план сякой, поэтому там возможны варианты, должность такая интересная достаточно. А господин Сытник в это время был руководителем следствия Кировоградской области прокуратуры. Поэтому не исключен нюанс, что, корректно сказать, они знакомы с 2000-х годов. Может быть. Ще один момент, який сколихнув суспільство на цьому тижні, це була низка публікацій видання «Обозріватель», де було опубліковано аудіозапис закритої розмови нібито Артема Ситника з журналістами і активістами, що відбулася ще влітку. І під час цієї розмови людина з голосом схожим на голос Артема Ситника розповідає деталі низки кримінальних справ. Зокрема, щодо колишнього нардепа від Народного фронту Миколи Мартиненка, щодо Олександра Онищенка, колишнього прокурора Сил АТО Костянтина Кулика і решта. Я впевнена, що ви цей аудіозапис слухали. Чи дійсно це може бути Артем Ситник, його голос на цьому аудіозаписі, і чи дійсно він міг розголошувати ось такі дані журналістам? Во-первых, может, не может, я не эксперт, и здесь дать вам вывод о том, с какой вероятностью это голос Сытника, мне, как человеку, который слышал выступление Сытника, как человек, который знаком с людьми, предположительно голос которых есть на этой записи, эта запись мне похожа на настоящую. Более того, о ее существовании я знал еще несколько месяцев назад. В принципе, об этом многие знали в украинском политикуме, многие даже ее слушали. Поэтому то, что она существует, известно давно. Появилась она именно сейчас. И вот тут уже начинается интересно. Появилась она и в публичное пространство ее привнес Антон Геращенко, народный депутат от Народного фронта, который очень близок к министру внутренних дел Арсену Авакову. Судя по хронологии событий, сначала задержание младшего Авакова по делу рюкзаков, потом появление этой записи, это очень похоже на такой наш ответ господину Сытнику. Это первый пункт. Что не отменяет того, что эта запись может стать серьезным ударом по позициям господина Сытника, вплоть до того, что не исключен вариант, что оно приведет к его увольнению. Це звільнення, воно може бути політичним у контексті того, що зараз відбувається? Дело все в том, что если эта запись настоящая, если докажут ее подлинность, это серьезный вопрос господину Сытнику. По одной простой причине. Сейчас, скорее всего, прокуратура пойдет по простому понятному пути. Следствие начнет вызывать тех людей, которые присутствовали при этом разговоре, голоса которых мы слышим на этой записи, спрашивать, брать у них показания официально под протокол. Был ли такой разговор, что во время него говорилось. Избежать ответов на эти вопросы фигурантам этой записи будет достаточно тяжело. Если будет доказано, что запись настоящая и те люди, которые присутствовали на этом разговоре, подтвердят ее подлинность, тогда начнется разбирательство, разгласил ли господин Сытник тайну следствия.
Исходя из того, что мы слышим на этой записи, скорее всего, что так и было. Значит, есть формальный механизм, позволяющий разгласить тайну следствия. Для этого должна быть постановление детектива, который ведет эти дела, на разрешение разглашения тайны следствия. Сделать это постановление вплоть до того, что задним числом, конечно, можно. Но дело все в том, что в этом постановлении формально-юридически детектив должен указать, кому разгласить тайну следствия он разрешает и с какой целью. И вот каким образом можно сделать такое обоснование, что именно вот в этом количестве разгласить тайну следствия, там, конкретно вот такому человеку. А если это журналисты или активисты, возникает вопрос, почему им, а главное, зачем. Поэтому тут, конечно, це може бути самим серйозним ударом по позиціям господина Ситника. Дивіться, такий момент, що дійсно ця розмова, вона виплила джерелом її оприлюднення, так, був Антон Геращенко. Ви правильно згадали вже... Джерелом, істочником її був сайт «Обозріватель». Так, «Обозріватель». Але... Скажімо так, неформально ми можемо, оскільки Геращенко це коментував, думати, що це... Если мы будем корректны, Геращенко с этой записью пришел на заседание антикоррупционного комитета, и все те, кто не слышал ее на сайте «Обозреватель», могли, в принципе, послушать ее на сайте. То есть он выступил дополнительным, так сказать, ретранслятором этой записи. Это правда. Так, і те, що це ви вже правильно зазначили, представник Народного фронту, і людина близька до міністра, і згадуємо справу і сина міністра. Хоча, наскільки я знаю, раніше, в принципі, НАБУ і МВС не мало таких конфронтацій між собою. Що їх спричинило? Первый логичный вывод, что эту конфронтацию породил конфликт президента Петра Порошенко с Арсеном Аваковым. Я все-таки сторонник той версии, что это уголовное дело появилось не без согласования с Порошенко. Более того, в окружении Авакова достаточно четко этот момент артикулировали не публично. Поэтому я бы не преувеличивал хорошие отношения Арсена Борисовича с НАБУ, но, возможно, на каком-то этапе они были хорошими. Это ж такое дело, да. В украинской политике нету однозначных врагов и нету однозначных друзей. Там вчера Михаил Саакашвили критиковал, называл главными по коррупции в стране Яценюка и Авакова, а сегодня уже Порошенко и Кононенко, поэтому тут такое дело. Я бы рассматривал это в рамках конфликта президента с министром. Ми розуміємо так, що, можливо, породив конфлікт між антикорупційними органами саме політичний компонент. Чого чекати надалі? Ви сказали про можливе звільнення Артема Ситника, що все може призвести до цього. А от тоді, якби загалом антикорупційні органи, вони не втратять тої мети, для яких вони були створені, і чи не стануть вони просто інституціями так само політичними? По моему глубокому убеждению, антикоррупционные органы в Украине, к сожалению, к великому сожалению, были политическими институциями с самого начала. Во многих делах, расследуемых антикоррупционными органами, или что в работе НАБУ, что в работе НАЗК, прослеживалась политическая компонента, скажем так. Не все они, скажем так, те вопросы, которые там тоже НАБУ задавала господину Насирову, господину Онищенко, господину Мартыненко, прочим, это вопросы не совсем беспредметные. То есть во всем этом это как обвинение Анны Соломатиной. Есть две стороны. С одной стороны, да, скорее всего, что это имело место, эти вопросы не беспредметны. С другой стороны, постоянно в действиях того же НАБУ возникал вопрос, почему именно сейчас и почему именно этих людей. И кому это было выгодно на том или ином этапе деятельности. Поэтому мне кажется, что эти институты изначально были политическими, но они были политическими еще и в плане личной амбиции. Потому что, в принципе, действия руководства Национального антикоррупционного бюро того же, мне напоминают большую личную политическую амбицию. Для того, щоб звільнити Артема Ситника, Верховна Рада має отримати пропозицію від депутатів. Їх має бути не менш ніж 150. Не самая большая проблема. Не проблема? Вообще не проблема. Проблема получить формальное основание для постановки этого вопроса. Формальным основанием является не только 150 подписей народных депутатов. Формальным основанием является либо приговор суда по уголовному делу. Кстати, запись вполне годится для этих целей, либо решение аудита. Хто тоді буде лобіювати, можливо, якогось нового очільника НАБУ і кого? Смотрите, этот вопрос, во-первых, пока беспредметен ввиду того, что история будет очень небыстрая. Это история в долгую.
глупо ожидать, что даже там по какому-то уголовному делу в течение там месяца или двух будет принято какое-то решение суда. Нет, так быстро это не случится. То есть это там в перспективе полугода-года, да, может быть. По аудиту, мне кажется, тоже эта история не ближайших там 2-3 месяцев. Это история тоже где-то полугода-года. Коли дійсно, от ви згадали вже про аудит, аудитора НАБУ зможе отримати, і ваша думка, хто може ним стати? Тому що Верховна Рада, ті кандидати, які приходили у Верховну Раду, вони приходили давно, і, як ми бачимо, поки що аудитора немає. Смотрите, я считаю, что постановка вопроса не совсем правильная. Изначально правильная постановка вопроса – это будет ли изменено руководство антикоррупционного комитета Верховной Рады. Для того, чтобы провести назначение аудитора какого-нибудь в этой ситуации, власти нужно поменять руководство антикоррупционного комитета, в частности, уволить Егора Соболева, назначить другого человека во главе комитета. Крісло під ним хитається? Да. Чому? Потому что Соболев, во-первых, занимается активной политической деятельностью в плане уличных протестов, да, что вызывает неудовольствие власти. Но, во-вторых, Соболев блокирует проведение еще одного конкурса на должность аудитора НАБУ, который по версии власти должен произойти. И, в принципе, власть в этих условиях заинтересована в снятии Соболева. Более того, насколько мне известно, подписи за его снятие среди членов комитета уже собираются. Чи знімуть його, як гадаєте? І кого тоді поставлять, хто зможе... Вполне реально собрать необходимое количество подписей для постановки этого вопроса. Этот вопрос нужно провести через зал. Я думаю, что в зале тоже реально собрать голоса на его снятие. А среди возможных преемников мне называли Игоря Попова, депутата от Радикальной партии. Радикал, який має фактично посадити, прийняти, там, не знаю, обирати того аудитора НАБУ, який є вигідний владі, яку тоді роль у цьому всьому відіграє Радикальна партія? Радикальная партия никогда не поддерживала инициативу власти. Что Радикальная партия за бюджеты не голосовала. Що такого зробила Радикальна партія, щоб... Формально це ж не представники більшості, саме тому... Слушайте, формально не представники більшості і опозиційний блок з партії «Відродження», да? Що не мешает назначать генеральных прокуроров, принимать бюджет и прочее, прочее. И, кстати, сказать, что необходимое большинство в антикоррупционном комитете в случае снятия Соболева будет составлять как раз-таки БПП, Народный фронт, «Відродження», опозиційний блок. Тобто радикали готові зіграти на руку провладним силам? Я думаю, что в этом вопросе вполне. А чому? Їм це навіщо? Как радикалы находятся в постоянных торгах с Банковой и с властью как таковой. Они постоянно точечно поддерживают определенные инициативы, при том, конечно, условии, что их интересы удовлетворяются. Как мы знаем, что по мотивам взаимоотношений Радикальной партии с антикоррупционными органами у них тоже все было не совсем хорошо, поэтому радикалы заинтересованы в том, чтобы провести такие изменения, скажем так. А в якому аудиторі НАБУ зацікавлена наразі влада і фактично ті, хто будуть його... В подконтрольном, понятное дело. То есть тот, Я розумію, це якась конкретна є персона? Нет, персон было много, там и Найджел Браун был, и человек, по-моему, Богдан Ветвицкий, правильное его имя, это, по-моему, профессор из Соединенных Штатов, если я правильно помню. То есть абсолютно разных людей называли, возможных потенциальных кандидатов в аудиторы НАБУ от власти. Кого выберут, на самом деле это не так существенно. Ми вже зараз згадали з вами про конфлікт між НАБУ і НАЗК. Чи є конфлікт між НАБУ і спеціалізованою антикорупційною прокуратурою? Безусловно. Причем очень давно, причем мне так кажется, даже на уровне личных отношений господина Сытника и господина Холодницкого, специального антикоррупционного прокурора. Это происходит давно, САП постоянно подвергается обвинениям со стороны антикоррупционных активистов, лояльных к господину Сытнику. И НАБУ эта история далеко не новая и продолжается уже несколько месяцев, если не год. Що далі чекати від цього конфлікту? Он будет продолжаться, безусловно. То есть я не вижу пока оснований для нормализации отношений между САП и НАБУ. Пока не видно даже таких признаків нормалізації. Якщо ми говоримо про особистий конфлікт між Ситником і Холодницьким, це також пов'язано з певними політичним, скажімо, не тиском, а політичними впливами на цих двох осіб? Я думаю, что да. Во-первых, исходя из тех соображений, что господин Холодницкий достаточно близок к Юрию Луценко, фактически он заместитель господина Луценко, даже по должности. Во-вторых, у нас ведь постоянно это пиарное соревнование, кто у нас главный антикоррупционер в стране.
И очень много желающих поучаствовать в этом соревновании. Начиная от Юрия Луценко, заканчивая тем же господином Холодницьким. Ще одне цікаве питання. Сьогодні 20 листопада, і Генеральна прокуратура втратила можливість розпочинати розслідування. Вона передала частину своїх повноважень до Державного бюро розслідувань. І, власне... Которого нет. Так, але керівник є. Ну, прекрасно. Так, Роман Труба. Про те, що саме він може очолити ДБР, заговорили заздалегідь. Чия це людина? Пункт первый. Изначально фаворитом этого конкурса назывался Алексей Гращенков. Человек, который фигурировал в обвинениях Анны Соломатиной в отношении давления со стороны администрации президента на НАЗК. Понятно, что после этого скандала господина Гращенкова назначать главой ДБР было уже как-то совсем никак. Фактически его этими заявлениями Соломатиной избили с этого конкурса, что, кстати, тоже многие аналитики называли одной из целей разоблачения Соломатиной, но тут я скорее больше верю в противостояние НАБУ и НАЗК, чем целью сбить Гращенкова, хотя по дороге можно и такое сделать, одно другому не мешает. После этого заговорили о том, что будет назначен Роман Труба. Насколько я понимаю, этот человек ранее работал прокурором Пустомытьевского района Львовской области и был назначен туда еще Виктором Павловичем Пшонкой, генеральным прокурором времен Януковича. Он там благополучно работал до Майдана. После Майдана, когда генеральным прокурором был Олег Махницкий, а его заместителем впоследствии был Алексей Баганец, Роман Труба оказался в руководстве следствия Генеральной прокуратуры. Поэтому я бы усматривал тут скорее руку господина Баганца, под началом которого фактически Труба работал и пришел под его начало в Генеральную прокуратуру в 2014 году. Удержался он в Генеральной прокуратуре при Виталии Ереме, при Шокине ушел в частную практику. Многие источники в парламенте говорят о том, что это человек лояльный к Александру Турчинову. В принципе, насколько я понимаю, это такой продукт компромисса между Юрием Луценко, адвокатом которого, кстати сказать, был Баганец, и господином Турчиновым. Вот такая некая компромиссная фигура, которая была назначена. Ви самі до питання про очільника ДБР сказали про те, що ДБР фактично не існує, тому що від сьогодні Генеральна прокуратура втратила функції здійснення досудового слідства, але ДБР не запрацювало в тому вигляді, в якому мало бути. Є очільник, якби немає людей, які мають безпосередньо цим займатися, наскільки розумію. Які справи можуть, знаєте, стати на стоп через те, що наразі немає ДБР і Генеральна прокуратура вже не може їх розслідувати. А вот это на самом деле предмет большой юридической дискуссии, которая, я, к сожалению, не готов за дефицитом образования. Проблема заключается в следующем. ДБР на сегодняшний день состоит из 3 людей. Это глава ДБР и 2 его заместителя. Больше там нету ровным счетом никого. Конечно, теоретически можно перекрутить таблички в следствии Генеральной прокуратуры, назвать это все ДБР и слава богу, но все равно нужно пройти некий формальный путь. То есть нужно передать дела, назначить людей, подписать приказы, взять на работу, на основании чего-то, как-то это все провести, что само по себе история достаточно не быстрая. По разным оценкам, для эффективной работы ДБР необходимо еще от полугода до года-полтора. Поэтому быстро оно не заработает. А вот что делать вот в этой ситуации юридической неопределенности? Кто сейчас должен вести следствие? Должен решить законодатель. То есть свое решение должна принять Верховная Рада. Но будет это только примерно через 2 недели. Потому что только тогда Верховная Рада соберется на пленарное заседание. Что будет эти 2 недели з слідством, я боюсь, що вам ніхто не відповідає. Добре, дивіться, для створення Державного бюро розслідувань було багато часу. Там ледь не 2 роки, як мала відбуватися якраз процедура його створення. Чому тоді цей орган зараз, коли мав запрацювати, фактично к сожалению, не запрацював? Все следственные органы в последнее время в Украине создаются по одной модели. Я вам скажу больше, тоже НАЗК недавно созданная, да, казалось бы, недавно, с другой стороны, уже сколько там, года полтора, наверное, оно работает, или год. Руководство этого органа до сих пор не укомплектовано. До того там была ситуация, когда вместо 5 коллегиальных членов было 4, они постоянно делились 2 на 2, НАЗК не могло принять ни одного решения. Сейчас оно не укомплектовано, нету там тому же автоматизированного блока сверки деклараций и так далее и тому подобное. Фактически орган такой, как-то так плохо дышит. Поэтому мало удивительного, что с ДБР возникла та же ситуация, но, к сожалению, это, возвращаемся к пункту номер 1 нашего разговора, все это происходит крайне несистемно. Поэтому я тут даже какого-то злого умысла бы не усматривал. Это вот скорее больше от несистемности подходов.
Є така інформація, от Юрій Луценко сьогодні заявив про те, що Генеральна прокуратура протягом цього тижня планує повідомити про підозру одному з чинних керівників органів державної влади, а потім передасть текст підозри до Національного антикорупційного бюро. Власне, він сказав, що допитав, передамо повний текст підозри до НАБУ, звичайно, не назвавши поки що прізвище цієї особи. Хто це може бути, як гадаєте? Ну, ума не приложу, если честно, это может быть. Взагалі немає варіантів. Вообще, вот нету информации у меня по этому поводу. Добре. Взагалі, Генеральна прокуратура, вона, на вашу думку, так само, як і решта антикорупційних органів, наскільки незалежними вони є? І ГПУ, і ті антикорупційні органи, про які ми з вами Генеральная говорили. прокуратура независима абсолютно в такой же степени, насколько независимы политические амбиции руководителя Генеральной прокуратуры Юрия Витальевича Луценко. А які в нього політичні амбіції? Ой, я думаю, что самые большие. Вплоть до президентства, наверное. Тобто ви думаєте, що в принципі ми можемо побачити на президентських виборах у 2019 році його кандидатуру в списку? В 2019, ну, в 2024, я думаю, що можемо. Хто ще має з нинішніх можновладців такі амбіції? Ну, похоже, что Владимир Гройсман имеет такого рода амбиции. Понятно, что Арсений Яценюк, скорее всего, имеет такие амбиции. Дивіться, на з'їзді Народного фронту, якщо я не помиляюсь, 11 листопада він був, так? І Гройсман був, і Арсеній Яценюк був. Як вони тоді будуть ділити фактично... Так как-нибудь уже договорятся, я так думаю. Ну, слушайте, это вопрос все равно не близкий. Народный фронт принял решение о том, что не определяться с кандидатом в президенты в 2018 году, то бишь в году следующем, выборы в 2019. Ну, это такой элемент политических торгов с президентом Порошенко. Это такой сигнал Народного фронта, что мы можем поддержать Петра Алексеевича, а можем и не Петра Алексеевича. Поэтому это больше элемент политического шантажа и торга. Ну, ви знаєте, багато говорили про те, що і там БПП, і Народний фронт планують об'єднатися. Вже зараз говорять про те, що не готові ці дві політичні сили до однієї якоїсь, так, одного якогось угрупування. Чому? В чому розійшлися? Смотрите, сходились ли, во-первых, то, что переговоры были, понятно, что они были, да, действительно, это правда. Переговоры шли достаточно долго, но, насколько мне известно, во-первых, они уперлись, как всегда, в кадровый вопрос, как делить список, проценты, кому сколько. Ну, любимая, в общем, история в украинской политике. Это раз. Во-вторых, вполне очевидно, что Народный фронт хотел гарантий. Народный фронт хотел понимать, что они, ну, по итогу не будут, скажем так, обмануты в политическом смысле этого слова. Ввиду того, что президентские выборы произойдут раньше, чем парламентские, и при объединении партий логично, что объединенная партия поддерживает единого кандидата в президенты, которым, видимо, должен был стать Петр Алексеевич. Народный фронт хотел понимать, что именно он получит в будущей конфигурации власти, которая состоится после парламентских выборов, которые произойдут гораздо позже. Думаю, что именно для этого Арсений Петрович с Арсеном Борисовичем затеяли историю про изменение Конституции, урезание полномочий президента и увеличивание полномочий премьер-министра. Ну, вполне очевидно, что господин Гройсман им более лоялен, чем президенту. И, в общем, они в этом заинтересованы, и это могло стать определенной гарантией для дальнейшего проведения переговоров об объединении партий. Но Петр Алексеевич четко, ясно и недвусмысленно дал понять, что на урезание президентских полномочий он не пойдет, никакого изменения Конституции до выборов не произойдет. И, собственно говоря, на этом процесс переговоров стух, да тут еще и начался конфликт с Аваковым. Поэтому дальше этот разговор беспредметен, и сейчас он продолжается в рамках такого политического торга. Да. Мы вот съезд проведем, мы вот Гройсмана приведем, мы вот тут президента себе, значит, поддержим какого-нибудь. Поэтому так оно и будет развиваться, я думаю. Ще один орган, про створення якого дуже багато говорять останнім часом, це антикорупційний суд. Як ви гадаєте, чи є дійсно і бажання, і реальна якась перспектива створення антикорупційного суду? Не вижу перспективы создания антикоррупционного суда. Да и не вижу целесообразности, честно говоря, его создания. Чему? Скажу. Я боюсь, что создание антикоррупционного суда приведет к еще более углубленным конфликтам в антикоррупционной среде и вообще в политической среде как таковой. Судебная система должна быть вся антикоррупционной. Не может быть, что один суд будет коррупционный, а другой антикоррупционный. Так не бывает.
Вся судебная система, которая должна быть одна, это отдельная ветвь власти в государстве, судебная ветвь власти, должна быть реформирована, должна быть вычищена и должна быть, наверное, изначально сформирована по другим принципам. Создать отдельный орган, который будет, как НАБУ и Генеральная прокуратура, да, эльфы и орки, ну, неправильный подход. Это приведет только к усилению конфликта. Але все ж таки, якщо, до прикладу, дійде питання до голосування за створення антикорупційного суду, до прикладу, у парламенті, так, президент подасть свій законопроект, депутати проголосують чи ні, як ви гадаєте, чи це просто не буде їм вигідно? Сомневаюсь, что они за это, во-первых, проголосуют, я вообще сомневаюсь, что президент законопроект подаст. Пообіцяла на погоджувальній раді, здається, от якраз на початку цих двох пленарних тижнів його представниця у Верховній Раді Ірина Луценко, що подасть. Обещать жениться Не означає. Да, далеко не значит жениться. Тобто, фактично, може президент проігнорувати цей процес? Президент заявил о необходимости создания рабочей группы по созданию концепции. Да? Ну, беспроигрышная формулировка, я такие очень люблю. Рабочую группу можно создавать долго, заседать она будет мучительно. Процесс этот будет очень не быстро. Я не вижу политической воли ни у президента, ни у народных депутатов создавать антикоррупционный суд. И я не могу сказать, что это сильно плохо. Ще одне важливе питання – це законопроект щодо реінтеграції Донбасу. Він так само викликав дуже багато суперечок у парламенті і взагалі, в принципі, у суспільстві і в експертному середовищі. І так само хочу вас запитати, чи є якась консолідована позиція між фракціями більшості щодо ухвалення цього законопроекту? Чи слід чекати, що ви взагалі проголосуєте? Тому що фактично з першого до другого читання законопроект, ну, ми бачимо, зараз набув чимало змін. На сегодняшний день, насколько мне известно, нет консолидированного решения коалиции о поддержке данного законопроекта. За текущую редакцию, которую рекомендовал комитет под началом представителей Народного фронта к принятию в зале, заголосовать за нее БПП не готовы. Не готовы и в администрации президента поддержать этот документ ввиду того, что они считают, что он не имеет ничего общего с тем документом, который изначально подавал президент. Эта норма касается, этот посыл касается ряда норм, в частности статьи 10 этого закона, которая регулирует полномочия силовиков в Донецкой и Луганской областях. Речь идет о том, что предложенные комитетом к рассмотрению редакции фактически вводятся полномочия времен военного времени. То есть силовики имеют право на все, что предусматривает режим военного положения. С этим администрация не согласна. Кроме того, там появляется отдельный раздел о верификации вывода российских войск с территории Донбасса. Согласно требованию Народного фронта, верифицировать этот вывод российских войск должны два человека: министр обороны и министр внутренних дел. То есть, насколько я понимаю, Народный фронт делает себе такую определенную гарантию своего участия в процессе признания отсутствия российских войск на Донбассе. Я думаю, что тоже администрация не согласна с таким режимом работы этого законопроекта. Кроме того, к нему подано больше 600 поправок. Я слышал о том, что быстро он рассмотрен не будет. На сегодняшний день нету компромисса. Не исключено, что этот компромисс может появиться, но по состоянию на сейчас его нет. Тобто фактично ці 600 поправок так чи інакше можуть потім розглядатися вже у сесійній залі, довго. С отправлением на переголосование, потом что-то не смогут принять. То есть это может быть история очень не быстрая, скорее всего, что таковой она и будет. Ну, чому тоді фактично, знаєте, такий є законопроект, який там багато хто говорив, що це там надважливий, там ледь не першочерговий, і зараз затягується через ось ці політичні, знаєте, недомовленості. Смотрите, первоочередным вопросом, который интересовал в первую очередь наших западных партнеров, было продление закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области. Я уже научился петь этот гимн коротко. Грубо говоря, закон об особом статусе Донбасса. Его статус был продлен на год отдельным актом Верховной Рады. Изначально пункт о продлении этого особого статуса должен был быть включен в закон о реинтеграции. И потом, когда стало ясно, что одним куском это принять будет невозможно, власть решила разделить эти два вопроса. Поэтому вопрос реинтеграции, вот этого законопроекта реинтеграции, он менш нагальний українською мовою для розгляду.
Ще одна тема, про яку хочу вас запитати. Знаєте, напередодні відбувався черговий мітинг біля Верховної Ради України. Міхеїл Саакашвілі заявив про свої політичні амбіції, що він там в разі потреби готовий очолити новий уряд. Які політичні перспективи Саакашвілі в Україні, як гадаєте? Не готов оценивать заявление, граничащее с манией величия, по той простой причине, что Михаил Саакашвили наговорил на этом митинге очень многого, объявил очередной час X на 3 декабря, если я правильно помню. По моим подсчетам, это примерно 3 час X, объявленный на этом митинге под Верховной Радой. В общем, Михаил Саакашвили пытается сохраниться в этом политическом процессе. Получается, видимо, так себе. В особо політичні перспективи цього всього діла я не вірю. Навіщо намагається він зберегтися? Тому що навряд ми розуміємо, що він знайде багато союзників серед нинішньої влади, я так розумію. Там вопрос не в союзниках серед нынешней влады, мы же видим количество людей, которые выходят на эти митинги. То есть широкой народной поддержки это все дело абсолютно очевидно не имеет. А сам рейтинг самого Саакашвили вопрос очень дискуссионный. Более того, Саакашвили не может никуда избираться по определению, ввиду того, что он не имеет 5 лет проживания в Украине. Поэтому навіщо це розхитування ситуації? Это, мне кажется, больше психологическая история самого Михаила Николозовича. Он без политики не может. Вот ему хочется участвовать в политическом процессе, и другого пути, кроме вот такого, у него на самом деле нет. Он не может вернуться не в Грузию, где он теоретически может быть политиком, а на Западе, понятно, что он политиком не будет. То есть дальше у него путь, в принципе, основного президента. И это нормально для любой страны мира. Вот, там, американские президенты считают свое президентство вершиной карьеры, они навсегда останутся там, каким-то 40-м, 41-м, 42-м президентом Соединенных Штатов, открывают мемориальные библиотеки, читают лекции. В общем, неплохо себя чувствует. Но Саакашвили не тот человек, который будет это делать. Ему нужна политика, он без политики не может, он постоянно хочет в процессе, в этом драйве быть. И вот, мне кажется, это, исходя из его индивидуальных психологических особенностей, он делает то, что он делает. Та кількість людей, яка наразі присутня, яка присутня була від початку акції, ми не беремо там Вічі, коли збирається більше людей, ніж зазвичай. Я так розумію, не таку кількість організаторів розраховували. Ну, чому люди не зреагували тоді, як гадаєте? Ой, смотрите, ну это такой ментальный вопрос на самом деле. Во-первых, даже изначально сам этот митинг о большой политической реформе, он для широкой общественности был достаточно такой абстрактный, да? Ну что такое антикоррупционный суд? Ну не все понимают, что такое антикоррупционный суд, и не очевидно его необходимость. Что такое изменение избирательного законодательства? Ну это совсем сложно, да? В Украине очень редко протесты происходят за что-то. В Украине протесты происходят против чего-то. Против барыг и воровства это не тот случай и не та тема для того, чтобы вызвать широкий народный протест в Украине. Если мы помним историю хотя бы последнего Майдана, да, за евроинтеграцию вышло 5000 человек. Сотни тысяч людей вышли тогда, когда побили студентов. Это совсем разные протесты, совсем разные поводы к протестам. И более того, скорее всего, если бы даже во время того же Майдана Янукович уволил там Захарченко, министра внутренних дел, скорее всего, что ничего бы дальше не было. Но он пошел на принцип, и дальше уже пошла эскалация этого конфликта, который привел к революции. На сегодняшний день протесты Саакашвили – это абсолютно не та тема, которая в состоянии в Украине вызвать широкую общественную поддержку. Я дуже дякую вам за цю розмову, пане Сергію. Сергій Щербина, головний редактор видання РБК Україна, був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин у прямому ефірі телеканалу АТР «Заман». Ми з вами не прощаємось, побачимося вже завтра. Дякую, що залишаєтеся з нами, довіряєте нам. Я вам бажаю лише хороших новин. До зустрічі.